состоят следующие. Мы все безработные. Значит, образование рухнуло. У нас вторая волна кризиса из Европы пришла, и мы тонем. Значит, наша задача. Мы ничего делать не умеем, кроме как учить, придумывать что-то. В общем, мы люди креативные. Наша задача выйти из этой ситуации достойно. Что нужно сделать? Нужно предложить программу, которая будет востребована будущим учителям. То есть программа повышения их уровня. Значит, наша задача состоит в том, чтобы предложить программу 3-4 курса. То есть 3-4 курса, их, грубо говоря, макет. Первое приближение вот этих курсов. 3-4 курса. Мы открываем институт свой, Институт развития образования в Республике Коми. Значит, мы безработные учителя. Мы создаем себе, мы образовательную услугу собираемся оказывать, учить учителей. Значит, вот наша задача сделать предложить 3-4 курса, которые будут востребованы среди учителей, будущих, тех людей, которые будут образованы. Время наше или 50-й год? Наше время. Помогает очиститься от этого, просто забить на это просто. Не, я серьезно говорю, она работает. Кто автор? Вот если вы наберете, то... Да. Не, я вам серьезно говорю, она работает, серьезно работает. Кто-то уже работает, живет? Это 100%. В разной степени не поменьше. Кажется, нет. Здесь поменьше. Нет, я здесь поменьше. На ИКТ, вот здесь два направления больших, здесь побольше. Вот здесь больше. Давайте в процентном соотношении посмотрим, сколько получается здесь. Сколько? 40, 30, 30. И на эти по 20, 30%, 30%, 60. Здесь 20, да? Здесь пусть будет 10, допустим, 10 и 20. Да. Нет, надо знакомиться. Или 15. Нет, пиши, 10 там. 10. Слушайте, а вот здесь вот девиз. Здесь 20 и здесь 10. Здесь 20 на менеджмент направление. Давай первое 10. Ага. И вот по центру там. Нет, не север, не вот сюда, вот сюда. Нет, здесь прекрасно. Итак, группа безработных учителей, недолго думая, составила такую программу. Она состоит из 5 блоков и ассоциируется с очень актуальной темой, олимпийской темой. Просто это так случилось, совпало. Блоки такие. Не обязательно они равнозначны, даже не равнозначны. Можно не по порядку смотреть, а лучше всего смотреть не по порядку. Да, вот куда взгляд упал? Сюда, позитивное, да, что-то зеленое. Итак, смотрим. Это блок психологии. Я бы назвала более конкретнее, но у меня пока не хватает мысли на это. Но тем не менее, психология. Далее направление инклюзивное образование, духовно-культурное, менеджмент, информационно-коммуникационные технологии. Если поподробнее рассказывать, то мы выделили на эти блоки разные фрагменты времени курсовой подготовки. По 30% мы выделили на блоки ИКТ и психология, на менеджмент 20% и по 10% на духовно-культурное и инклюзивное образование. Почему? Сейчас объясняем. То есть вот этот красной линией выделенный блок, вот красная наша дорожка, это наша любимая тема нашей вот этой дружной компании. Это тема темы нашего самосбора. В принципе, сколько бы мы занятий не посещали, мы понимаем, что вот эти все знания, которые мы получили на самосборе, они пригодятся к нам в процессе нашей деятельности педагогической. И не только, и, может быть, даже и в каких-то других направлениях. Если перечислять все и вся, это уйдет время, да? Но мы все понимаем, что за этим стоит. Мы понимаем. Вот придем в наше образовательное учреждение, они далеко не понимают, зачем это надо, да? То есть нам еще нужно донести все, что мы здесь получили, донести. Далее, психология. Тут вопрос стоит в двух направлениях. Мы плохо знаем друг друга. И если первая стрелочка идет, это релаксация, это проблема выгорания профессионального, снятия стресса и прочее, прочее. А второе — познание себя, то есть как познание человека. Здесь очень много направлений. Говорить тоже очень много можно. И язык невербального общения. Вот я жестикулирую, а что я говорю, почему и как.
это тоже можно считать и прочитать. И как проводить переговоры, и как провести эффективно презентацию и прочее, прочее. Переходим для очень популярной сейчас актуальной темы, но наша школа, она близка к ней, потому что у нас уже учатся и дети-инвалиды учатся, у нас есть уже и оборудование, какие-то специальные кабинеты и так далее. Мы должны действительно, вот очень долго мы не признавали инвалидов в нашем обществе, в социуме, но сейчас у нас доступная среда, мы стремимся к этому, пока еще далеко, конечно, нашей стране до этого, но мы к этому стремимся. Константин, наверное, больше уже ближе к этой теме. Ну, Женя, расскажи, может быть, в 2 словах про вот это направление. Здесь тоже в нескольких направлениях это обучение созданию образовательной среды, вернее, просто понять, что это такое, что нужно сделать для того, чтобы создать ту среду, в которой могли бы дети учиться не только, которые здоровы во всех своих отношениях, да, но и которые имеют какие-то ограничения. Это организация, создание каких-то образовательных программ специальных, оборудование специальное для детей типа азбуки Брайля и так далее. Затем материальная готовность образовательного учреждения, которая будет, включает в себя пандусы, обустройство пандусов, специальных туалетов, отсутствие порогов для колясочников и так далее. Ну и, конечно, самый важный барьер, который нужно научить Детей особенно, да? Да, который нужно научить преодолевать. И это социальная готовность участников образовательного процесса, учителей, особенно детей, которые не всегда понимают важность службы. Угу. Переносимся к центральной части. Менеджмент. Конечно, это не только в образовании, это вообще во всех сферах деятельности, даже в семейной. Согласны? То есть законы нужно знать не только учителю, поэтому вот это образование пригодится абсолютно всем. И духовно-культурное, ну развиваться человек должен в разных направлениях. Почему? Физики не могут посетить мастер-классы по какому-то, да, по какому-то виду деятельности, ну, по декупажу и так далее, на курсы повышения квалификации. А наоборот, почему можно? А мы посетим их мастер-классы, ну а Вселенная, сколько планет у нас и какое влияние энергетическое влияет, да, вот все-таки что до сознания нашего быстрее доходит, солнечный свет, да, или же энергия, информация и так далее. Мы с удовольствием тоже послушаем мастер-классы физиков. И где же нам брать денежки? Коль у нас сейчас государство отказывается финансировать образование в полном объеме, а может они просто свои силы направляют в другое направление, на обеспечение именно материальное, то мы предлагаем небольшую нестандартную такую схему. Какие-то баллы накапливаются. То есть я попала на курсы повышения квалификации. Стоят эти курсы энную сумму денег. Я должна заплатить эту сумму денег. Но я, может быть, заключу договор и приду с мастер-классом на курсы повышения квалификации других учителей. Я какие-то баллы или бонусы зарабатываю. И поэтому у меня мои курсы повышения квалификации на порядок в стоимости уменьшаются. То же самое сделает учитель блока там, технических наук и так далее и тому подобное. Вот у нас такие мысли. Потому что мы на спонсоров уже не надеемся, на образовательные учреждения. Если им дадут деньги, они, могут быть, нам помогут. Если нет, то мы будем, конечно же, все равно надеяться на свои силы. Даже йога есть. Йога, фитнес, какие-то еще. Да. А может быть даже и вот эти будут кровати, это как называются-то они? Ногобыс, да, и так далее. У нас в школе есть такая кровать. Да забрал уже депутат у нас эту кровать. Самому надо говорить. Предложение Ага, да. поставить в фойе учебного заведения. Это какое-нибудь... Чучело, как в Японии, да? Да. Давно предлагаю. Давно. Там вышел и Давно. стресс снимает. Знаете, что предлагал? Уж чучело не получится. Стенд, Обидчик. где они пишут все свои Дротиками. негативные какие-то эмоции, чтобы это все у нас не выливалось, какие-то там надписи где-то на партах, под партами и так далее. На стенде напиши, мы потом почитаем и уберем. Я предлагала лет 5 уже назад такие вещи, когда боролись с вандализмом по школе. То есть это же все стресс, эмоции, дети выражают, конечно, на стенах, на партах, да, и так далее. Вот здесь вот на доске вы это все выразите.
А насчет чучела-то у нас... Нет, а такой и файлик такой пустой, что туда можно вставлять фотографию. Да. Например, тебя обидел директор, вставляешь его фотографию и дротик. Ой, фотографию вставляешь в файлик и пошел дротиками. Перебор фотографий. Тут под перебор. Ну, Нет, лучше шарж. Да. Вот. Да? Да? Не, С ну, фотографиями нельзя, да. ну да, это энергия. Ну, Согласна. культура поведения, конечно, какие-то правила вырабатываем. Сейчас можно без лика представлять. Так, хорошо, спасибо. Команда номер 2. Программы. И вот первая программа представляет Вы расшифруйте, а вам задание, расшифруйте в отдельно. один из учредителей проекта Марина. Да. Программу «Представь себя». Значит, сейчас одна из, если не основных, таких важных составляющих работы учителя, преподавателя и так далее, зарабатывать баллы. То есть это участие в различных конкурсах, да, и в разных, да, то есть и в сети интернета, и проводят и муниципальные, и федеральные и так далее, да. И в этом случае в этих конкурсах очень важную роль играет, как вы себя представите. Возможно, у вас очень богатые IT-специалисты, ораторское искусство. Этот пункт можно, по крайней мере, вот в данный момент совершенно бесплатно обучить этому, так как у нас грядут выборы. Можно просто организовать встречу с депутатами, которые на эти выборы собираются, да, баллотироваться. Они придут, что-то будут рассказывать, мы их послушаем, вместе обсудим и уже выработаем какие-то основные моменты, как завлечь аудиторию, да, кто из ораторов хороший, нас завлечет, соответственно, мы возьмем с него плохой. Если кто-то нам будет неинтересен, значит, так вот поступать нельзя. То есть это абсолютно бесплатно получается. Но в данный момент времени, а так как у нас выборы периодически проходят, то это, в общем-то, все можно организовать. Актерское мастерство, это также приглашаем ведущих актеров, режиссеров и так далее театра. Они, в общем-то, так как тоже люди бюджетной сферы, согласятся, в общем-то, не за бесплатно, но если и то много денег не затребуют. Да, ну и можно там еще, может, где-то, лично я там парочку могу пригласить и за бесплатно, так как имею знакомых. Муж-то работает. Да. Так, ну и последний пункт, это нарисуй себя. Тут это, наверное, может быть самый дорогостоящий будет, это пригласить опять же ведущих стилистов, которые научат нас, соответственно, одеться, нарисовать себя любимых. Вот основные вот такие 5 пунктов в данной программе. Это только синий цвет был. Так, теперь учредитель Елена расскажет про курс. У нас курс птицам денег, то есть у нас Да. девиз такой, птицам деньги не нужны. Вот, мы можем и по-другому выжить. Вот у нас 10 вариантов, как выжить без денег. Один из них, то есть это все вкупе, конечно, все, не только одним пунктом не проживешь. Необычное использование обычных вещей, то есть, например, вот бушные вещи можно каким-то образом еще использовать. Вторая жизнь. Да, вторую жизнь вещам. Можно вариантов много придумать, можно пойдем дальше. Второй пункт — это совместная коллективная закупки оптом. Вот, экономные варианты такие, то есть уже группы такие ВКонтакте есть. Так вот, многие делают, либо вот акции такие магазины устраивают, то есть приходи вдвоем и бери там, значит, 2 вещи, если не одну. Вот. Третий пункт — это вот выездные встречи, мастер-классы с профессионалов. Профессионалов, я думаю, хватает, которые могут поделиться своим опытом, знаниями. У нас вот 4 пункта на эту тему. То есть один пункт — это вот что можно есть еще помимо того, что мы, к чему мы обычно привыкли. Мы обычно привыкли к субпродуктам. В условиях нашей гонки, скорости можно какие-то элементарные продукты придумать, которые можно принять многократно. То есть одна и та же картошка, вот так же как в фильме, значит, про Девчата, да. там же Картошка. картошку она столько знала, да? Вот.
Дальше, значит, что можно, чем можно еще топить, помимо того, что мы покупаем, материалы, там, уголь, там, что там еще, дрова. То есть, Вот. если будет кризис и отопление отключат. Да, есть Чем другие согреть? варианты. Мы не можем. У кого-то, может быть, этого навалом этого хлама, и он безвозмездно готов избавиться от этого. Возможно, только самовывоз и все. Вот. А самовывоз можно тоже без своей машины. Это Пункт 2. если у тебя есть друзья, это значит есть все. Есть 100 рублей вместо друзей. Значит, чем еще можно мыться? То есть вариантов тоже. Полно. Так. Четвертый пункт, надо ли работать? Вообще, если можно выжить. По идее, очень многие работают не ради денег. Я знаю таких людей, которые пошли на работу только для цели реализоваться, с целью реализовать свой потенциал, даже не ради статуса. Вот. Просто чтобы применять себя. Вот. У них есть определенный бизнес, например, какой-то там интернет или еще что-то. И они просто применяют себя, чтобы дома не сидеть, чтобы быть в социуме. Дальше, значит, турбосуслик у нас. Ваше дело Специалист. Галина сейчас вам расскажет. Нет, я просто хочу сказать, что многие люди живут и не знают, что сейчас интернет просто кишит различными программами по очищению самосознания от различных насаждаемых нашим обществом принципов. То есть вот это хорошо, а вот это плохо. И это внедряется с самых-самых маленьких, пока, в общем, с первого дня жизни ребенка мы внушаем ребенку, что вот это хорошо и жить надо так. И в этих рамках человек бывает часто несчастлив, он загнан в эти рамки. Поэтому вот мы предлагаем несколько систем. Первое, я именно на турбосуслике, ее можно скачать в интернете, и протурбосуслить себя по полной. И к людям идут деньги, они становятся счастливее. Можно еще дополнение? Почему у нас зашоренность определенная есть? Потому что мы в определенных системах каждый находимся. То есть у каждого вот, это вот с детства вот это навязывание вот этих каких-то там программ получается. Поэтому мы ограничены в чем-то. А люди, которые не работали никогда по найму, они понимают, что перед ним открыт весь мир. Вот. То есть вот эта программа, в принципе, я так поняла, на это и направлена. Для того, чтобы расширить свое сознание. Вот. Дальше есть солнечные люди. Ну, вы, наверное, знаете, что это такое. То есть это отказ от пищи, вплоть до того, что некоторые даже отказываются от воды. Это уже, конечно, высший уровень. Дальше, значит, то есть организм человека воспринимает уже солнечную энергию как питание. Вот. Присоединение к программе Порфирия Ивановича Иванова. Вот. То есть это жизнь в гармонии с природой. В общем, умение находить себя в природе, так же, как и животные находят себя. Вот. Дальше, значит, материальная помощь, периодически акции устраивать. То есть можно запараллелить вместе с городскими какими-то программами, то есть с городскими мероприятиями какие-то акции. То есть не обязательно тратить деньги на свои личные акции, можно это запараллелить. То есть город тратит на это свои ресурсы, а вы подстраиваетесь, и люди думают, что может быть, вы даже где-то там соучредитель, на самом деле вы просто присоединились. Вот. То есть можно организовать таким образом сбор пожертвований для кого-то, для чего-то, вот, и так далее. Есть еще, значит, у нас такой ресурс, когда-то у нас была газета ВДВ, она очень популярна была в свое время, сейчас уже более популярны интернет-ресурсы, то есть Авито и так далее и тому подобное. То есть таким образом можно там обменять, например, то, что у вас имеется, либо принять в дар. Вот, это сайт «Да-куда». У меня есть один знакомый, который узнал, что можно, как вообще говорит, притянуть к себе то, что ты хочешь. То есть, например, ты не освободился еще от того, что у тебя есть лишнее, то, что уже не работает, просто лежит без дела. Просто отдай это, и тебе придет другое. Вот. Если каждый это поймет, то избавиться от старья и уже энергия придет. И способ помощи самому себе. Так, я инициатор Андрей, представляю проект «Электричество в огороде». Значит, очень мне понравилось. Буквально на днях статью прочел, что мужчина в Краснодарском крае, что ли,
в огороде поставил небольшую электростанцию себе, утверждает, что стоимость около 300 тысяч. Пример приводит, а вот на соседнем участке мужчине, ну, как Комэнерго, предлагает электричество провести за 500 тысяч. Я, говорю, за 300 тысяч почти электростанцию делаю. То есть у него там есть ветряная мельница, солнечные батареи, на двигателе внутреннего сгорания. Дизель, генератор. Ну, Генератор. Генератор какой-то. И Ну, и мотор. вот, собственно, мы предлагаем, мы знаем, какое нужно оборудование, как его настроить, и поможем организовать продажу излишков соседей. Это вот третий проект. И четвертый проект у нас представляет учредитель Галина. Вячеслава, значит, мы представляем этнотуризм. То есть мы решили сделать так. У нас учителя очень богатые по себе люди не в плане денег, а в плане своих способностей. У нас есть учителя литературы, географии, истории и так далее. Мы вот в этом направлении этнотуризм предлагаем им, как им организоваться и объединиться собственными усилиями, чтобы организовать такой курс по выживанию и зарабатыванию денег, как этнотуризм. Во-первых, мы предлагаем им способы определенные разработки маршрута. Затем знакомим их с особенностями этого маршрута. То есть, во-первых, чтобы, ну то есть, короче говоря, получается так. Мы постоянно, вот есть такие моменты, когда жалуемся, вот мы не в Москве, там лучше живут, да, или вот мы там не в Питере, там лучше живут, и вообще, вот мы не в Бали, там круглый год тепло, да. А мы предлагаем, что вот пользоваться нашими дарами нашего края и на этом пытаться заработать еще и не только с зарабатыванием денег, но еще и самим получить массу плюсов. Итак, особенности и описание маршрута. Значит, мы учим их, как находить интересных людей и использовать их автобиографию для того, чтобы какие-то интересные моменты, чтобы они, я имею в виду в местности географической. Затем, значит, второе. Организация на маршруте этнобани. Этнобаня с вениками, например, пихтовыми, березовыми, затем какие еще дубовые веники, может быть, но у нас этого нету, но Черная, да. таежная баня, причем с брусничным морсом, с солененькими грибами. Нет, на самом деле она может быть разная. Да, мы просто варианты предлагаем. Вот. Затем, ну, мы объясняем, как людям представляем мастер-класс по этнозаготовкам, что они, когда они прогулялись по этому маршруту, столкнулись с разными неожиданностями, пришли, помылись в бане, освободились, очистились, затем поздоровели, повеселели. Мы им говорим, а вот вы пили такой морс, это мастер-класс по этнозаготовкам. А вот его приготовить можно так. А вот ели такие грибочки, а вот их можно приготовить вот такими несколькими. Что они делали? И затем вот это вот все они вкупе выпускают о своем отдыхе. Это будет и рекламой этого этнотуризма своеобразной, ну и зарабатыванием денег. А детей тут будете учить, да? В качестве... А там не говорили детей учить. Это курсы для учителей, да? Это... Да, а у нас цель стояла, у нас учителя безработные. Их надо как-то вот обучить, чтобы они нашли себя в жизни. А можно еще раз перевернуть Маринин доклад? Фиолетовый еще раз, да, вернуть. Как вы хотите? А в школу-то обратно не хотите никак пытаться? Нет, почему? У меня же разговор-то с чего начинался, что нам нужно зарабатывать баллы. Поэтому вот мы представляем себя, так как зарплата у нас, ну, все-таки, раз мы собираемся выживать без денег, то тоже собираемся, значит, возвращаться в бюджет.